Шаг за шагом, от боя к бою. Незабываемые события Великой Отечественной войны в потрепанном от времени дневнике якутянина Василия Лыткина из Чурапчинского района. Сегодня его уже нет в живых, но память о нем, его видение о Великой Отечественной войне остались. Теперь дневник отца и деда хранят и изучают его 5 сыновей, внуки и правнуки. Ульяна Шагина воочию подержала в руках живую историю. Василий Сергеевич Лыткин был призван в ряды Красной армии Самгинского района в сентябре 42-го. И с этого дня и до самого окончания войны, от Харькова до Берлина, он описывал все самые страшные события в своем маленьком красном дневнике с бархатной обложкой. 9 марта 43-го года. В 6 часов утра враги устроили очень сильную артиллерийскую канонаду. Снаряд взорвался рядом с моим пулеметом, но я остался жив. Эти события происходили под Харьковом в селе Дергачи. Именно здесь сержант Лыткин получит свое первое серьезное ранение в спину от взорвавшейся мины. Сначала я ничего не почувствовал. Чуть погодя, начала гореть вся моя спина. Мой товарищ сказал, что я получил ранение. Услышав это, я потерял сознание, а мой друг потащил меня в санитарный пункт. Командир расчета станкового пулемета 306-й стрелковой дивизии прошел всю войну в составе 3-го и 4-го украинского и 1-го белорусского фронтов, освобождая Украину, Белоруссию и Польшу. На войне он был трижды ранен. Несмотря на это, каждый раз возвращался на передовую. Наш отец Василий Сергеевич много не рассказывал, но он очень много писал, поэтому очень много материалов оставил нам. Фотографии, фронтовые письма родным и близким, статьи и заметки о войне, биографию боевых товарищей. Все это в течение всей своей жизни он аккуратно складывал в папку. И фотографий очень много у него. Мы нашли 18 фотографий, которые были запечатлены в годы войны. В своем дневнике сержант Лыткин очень точно записывал имена и названия, рисовал схемы и карты. Одна из карт, к примеру, описывает путь Василия Сергеевича из польского города Познань до самого Берлина. Удивительно, как он смог донести все эти заметки, учитывая, что ведение дневников на фронте официально запрещалось. Записи советских солдат могли попасть в руки врага. Самые кровопролитные бои проходили территории Польши. Все это он здесь описывает, как штурмом взяли город Берлин и праздновали День Победы в городе Берлин. Сержант Лыткин бился от Харькова до Берлина. На родину вернулся только в конце 46-го, отслужив старшиной роты в оккупационных войсках Германии с 4 медалями на груди. Первая медаль за боевые заслуги, вторая медаль за освобождение Варшавы, потом за взятие Берлина и за победу над Германией. Его дневник, написанный каллиграфическим почерком, сохранил ценные исторические сведения о событиях Великой Отечественной войны, а также память о тех страшных днях, о чувствах и мыслях простого советского солдата из далекой Якутии. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.